Доброе утро. У нас в Бишкеке 7 утра. Проснулся. Сейчас позавтракаю. Вчера арбуз купил. Покушаю и поеду работать. Так, вот получается 5000 сом, 5000 сом. У нас получается без тынча сом будет. Ну, это в русизм у нас. Такого слова у нас нет, по-моему. Не используем, по крайней мере. А в Казахстане, насколько я знаю, будет мын сом. Без мын сом. Без жюзом у нас тоже будет без сюсом. Здесь будет экисюсом тоже. И здесь люсом, да. У нас будет бесон. Без вон. Ну, без вон. Логично, да? А здесь оказывается элисом. У нас тоже есть слово элю. Это переводится как доля. Буэнелюм. Это твоя доля, это твоя доля. И здесь жайырма сом. У нас будет сюрбе. Сюрбе сом. Вот. Вон сом, без сом. Валюты нету. Вот такие деньги красивые. Говорят, эти деньги печатаются где-то за границей, не в самом Кыргызстане. И куда-то перевозят их. Вчера в обменнике курс был 1 рубль равно на 1,25 сомов. Вот так. До этого, по-моему, было 1 к 1 говорили, а сейчас рубль немножко укрепился. Вот вчера купил арбуз перевозной из Узбекистана, сказали. Когда скоро свои арбузы будут готовы, короче, 15 сом будет стоить килограмм. А сейчас по 100 сом продают. Сейчас вот с администратором попробую. А вчерашний сегодня будет день, идет, да? Да. Он мне эту комнату обещал сегодня, другую. Сегодня освобождается и говорит, какая-то хорошая комната. Не видно тебя. Как зовут? Данил. Даниэль? Данил. Данил? Да. Русское имя, что ли? Да. Не кыргыз? Нет, я сам кыргыз. Но русское имя. Такое тоже бывает, да? Да. Много таких? Думаю, мало. Да? Кыргызы ничего не говорят, да почему у тебя русское имя не говорят? При знакомстве многие люди А отца как зовут? Ахтубек, ну, Бахтат. А родных, братьев, сестер? Ну, Махсат, Алмаз. У них. Только ты, Данил, да? Да. Почему? Не знаю. В честь кого-то, да? Друга, может, нет? Или вообще просто так, да? Меня Эркин зовут. Но по документам Максим тоже русское имя. А сейчас вот Эркин. Как у тебя тоже, короче, русское имя. У нас много таких. У кого? Данилов много тоже. Давай, ходи. Шашки играем. После арбузного завтрака. Давай, Баурум. Хорошо играет. Вешаешь в любом случае.
Так, я эту гостиницу забронировал еще находясь в Якутске через booking.com. На 3 дня у меня вышло $102. Это по нынешнему курсу где-то 8500 сом вышло. И здесь очень прикольно, да, допустим, вчера я вот оплачивал по заезду. Прям зашел при мне на сайт и посмотрел курс доллара. И по тому курсу оплатил. То есть, если курс будет выше, соответственно, цена будет выше. Если будет ниже, соответственно, цена будет ниже, да, ну, на сомах. И здесь, как я понимаю, машины, квартиры тоже все в долларах продают. И, соответственно, курс растет, цена растет, курс падает, цена падает. А у нас, как в России, да, например, вот когда курс доллара вырос, сколько-то 100 рублей, да, вырос, цены все подняли и говорили, что курс вырос, поэтому цены дорогие. А когда доллар упал, сейчас сколько, 65, да, или сколько там, когда курс упал доллара, цены остались, то есть, когда поднимался, поднимают, а когда спускается, не спускают цены. А здесь, в Бишкеке, в Кыргызстане, и машины, и квартиры, даже гостиницу заплачиваешь по курсу доллара. Мне кажется, это более логично. То есть нет таких махинаций, что там поднять, потом не спускать и так далее. Поэтому мне этот вариант, этот фактор очень понравился. Так и должно быть. Если уж дело пошло на то, что ссылаешься на курс доллара, так будь добр, да, если курс снижается, снижать тоже цены. Вот так, друзья, такая практика должна быть. Или же вообще не ссылаться на курс доллара и держать свою цену. Вот так, друзья. Вот так вот Байке делает, наводит красоту. Каждый день стрижете, да? Нет. Ну как по надобности, да? Можно. Ну. У меня вот такая же ножница дома тоже. Тоже в частном доме живу. Тоже травки вот так, старые травки вот таким ножиком, ножницами. Но... Ладно, давай. По рынку походил, посмотрел. Сейчас вот на обед пригласили ребята в город, туда еду. Заказал Яндекс Такси. Приехал Максат. Максат, передай привет. Ассаламу алейкум. Всем привет. Алейкум ассалам. 209 сомов. Далековато, да, ехать? Я смотрю по карте. Через 300 метров на светофоре. Центр, да? Поверните налево. Я считай, вчера приехал и до центра еще не доехал. Вот впервые еду в центр. Так что сейчас впервые в Бишкек заезжать буду. Со вчерашнего дня в этом районе тусуюсь. Самат Байке пригласил на обед. Обедаем вот на турецком ресторане. Что рассказывай? Привет передай хотя бы. Салам. Сразу это, да? Вот такое красивое место в центре Бишкека, на улице прям. Людей полно. Так, пообедали, пришли на главную площадь Кыргызстана, Алато. Алато это что? Остров? Пестрые горы. Тенгирто. Алато, Тенгирто. Небесные, божественные горы. А Алато, прямой перевод, это вот снежные пестрые горы. Вот флаг Кыргызстана на ветру, на фоне синего неба. Это получается солнце, да, посередке? Да, и тюндюк. Крыша этого. 40 лучей, это 40 родов кыргызов. И все рода, весь народ под одной крышей имеется в виду. А это юрта, видишь, это Крыша юрты. Окно юрты. Окно юрты, да. На Саха тюндюк. Окно же, у нас тюндюк. У нас тюндюк тоже, да. Это тюндюк. Их никто не трогает. Всегда стоят, да? Да, все, митинги, светошумовые гранаты, они всегда стоят. Охраняют, короче, флаг Кыргызстана. А это вот Манас, герой кыргызского народа.
За что он боролся или воевал? Он Чем известен? за единство народа, и он с Алтая привел народ сюда, и вот эти земли он обратно вернул. А это он привел сюда? Да, и он вернул все земли, объединил кыргызов против калмаков. No. Это у нас тоже есть схожий эпос Лонхо, тоже входит нематериальное наследие человечества в ЮНЕСКО. Как я понимаю, Манас тоже входит в ЮНЕСКО. Так что есть тут схожесть. Кулалы тап-тап куш кылдым, курама жиып журт кылдым. Воспитал я птицу и сделал из нее ловчую птицу. Собрал воедино разноплеменный народ в один народ. Айкел Манас, да? Айкөл Манас, Манас великодушный. No. Так, мы пришли в парк, где стоят памятники кыргызских политических деятелей. Ищем, короче. Вон там казаха спас, Юсуп Абдрахман во время Голодомора. Ага. Ищем, короче, мы Максима Кирилловича Амосова. Здесь должен быть тоже памятник или бюст. Дубинка же. Бишкек-Батыр. В честь него названный город. А так, слово Бишкек это... Что говоришь? Это вот для кумыс размешивают или что? Ага, инструмент. Кумыс делают? Да. У нас тоже похоже есть. Вот везде розы, везде цветы. Арки, видишь, там вода А, с гор идет. Чупить, наверное, можно даже. Нет? Не, раньше в детстве, если честно, мы игрались, там кораблики пускали. Максим Кириллович Амосов. Нашли бюст. Получается, он здесь работал. В 37 году, да, работал? 37-й, да, 36-й, 37-й. 230 дней. 230 дней, Да. Год. Получается, во время его здесь правления, работы, Кыргызстан получил союзный статус. До этого имел автономию, да, как и Якутия. И Якутия получила статус автономии в 1922 году, а Кыргызстан получил статус в 1924, через 2 года, короче. И потом во время работы Амосова здесь он получил союзный статус. И во время работы в Бишкеке, в то время город Фрунзе назывался, его арестовали здесь, в этом городе, и закрыли в Москве, и там расстреляли. А он защищал кыргызов. Ну, не то что кыргызов, в общем, людей защищал, чтобы их не расстреляли, не арестовывали. Специально создал комиссию, чтобы проверяли дела НКВД. Такая комиссия была только в Кыргызстане, в то время в Советском Союзе. И вот это все не понравилось Сталину и вышестоящим руководителям. И его арестовали. Я ссылку подробную оставлю в описании, где об этом рассказывается. Вот так стоит. Один стоит. Вот там, получается, рядами стоят, а ему дали вот такое вот отдельное место. В таком красивом, хорошем парке в центре города Бишкек. Так, вот руководитель этих красивых девушек. Откуда приехали? Мама, честно сказать. А, мама. Да, из детей. С области приехали? Мы вообще отсюда, да, село Маевка, Аламединский район, Чуйская область. У нас вот 3 девочки участвуют в международный фестиваль на Ристе. Мы представляем делегацию от Чуйской области. Ага. То есть вчера на площади проходило мероприятие, мы там выступали, девочки танцевали. Сейчас у нас такое... Вы, получается, русские? Ну, получается, мы русские. Да. Ну, у нас есть девочки. А наряд у вас, получается, киргизский наряд, да? Да. Ну, у нас есть девочки и киргизские, а наряд, да. И танцуем мы киргизский национальный танец. Да. Ой, какие молодцы. Ага. Все, спасибо. Вот знаете, да, этого человека? Это наш земляк с Якутии, который здесь руководил Кыргызстаном в советское время. И который репрессирован. Вот мне сказали, что я специально сюда сходил, снял, показал его. Задачу выполнил. Да, ему как раз украсили наше фото.
Друг Чингиза Айтматова, Мухтар Ауязов, казах, тоже здесь присутствует на главном парке Бишкека. Где Амосов рядом? Да, Амосов вот тут стоит, а здесь вот уже Мухтар Ауязов. Все прикольно, все. Вот, если хочешь информацию, можно тут сканировать камеру и сразу на сайт. Вроде бы. Вот мы подошли к памятнику Абай Кунанбаеву. На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Кыргызстана Садыром Нуркожоевичем Джапаровым открывали памятник великому писателю, философу, вообще это совести казахского народа Абаю. Вот такой новый памятник, дань уважения кыргызов казахскому народу. Базар жох. Да, мы тоже наслышаны о великом Абае. Оказывается, вот прямо на днях открывали два президента, и вот мы сегодня посетили этот памятник тоже. Да, большой памятник, хороший, постамент хороший, вот тоже все оформлено, красиво, цветы и так далее. Да, тут за памятником получается информация о Абае. Тут получается первый столбец на казахском языке, на кыргызском языке и на английском языке. На 3 языках получается тут информация для туристов и для местных жителей. Так, очень много таких продают в парке, я вижу. Вы решили тоже попробовать. Махсым, чалап. Это у нас что? Аралаш — это смесь Махсыма и чалапа. Возьми. Ну давай. Давай. С приездом. А. Расскажи про кислый, утоляет жажду, Да, кислый и сытный. и вкусный, и по-любому полезный, наверное, потому что тут я вижу очень много злаков, да? По-любому это вообще бокал, Холодный. стаканчик витаминов, по-любому. Наш Starbucks. Мгм. Тут я, короче, хотел купить цветы для памятника Амосова, но что-то по пути не было киосков. Но зато есть такие цветы, повсюду растут. Наверное, кыргызы романтики, наверное, отсюда вырывают и дарят девушкам своим, поэтому, наверное, нету киосков. Да, вот смотрите. Но хотя, наверное, не вырывают, потому что их очень много и все стоят. Парк Памфилова, вот такое колесо обозрения. Самат говорит, пойдем покатаемся. Я говорю, я вчера налетался, говорю, на самолете, боюсь, говорю, уже. Поэтому дальше идем. Ну зато можно было весь город увидеть. Ну да, по идее надо. Белый дом Кыргызстана, все открыто, все красиво, все оформлено. Можно спокойно рядом пройти. И при каждой революции сначала берут вот этот дом. Ну, заборы раньше были убраны. Здесь заборы были, говорит, раньше были, сейчас убрали, чтобы народ уже спокойно воспринимал все это дело. Вот, деревья. Так, был Сергей Клинча-Вонсалаха, 8 апреля, Кыргызстан. Уй бөлік семейный, да? Говори, тоталитардык. Башкарууга Ага. каршы чыккан, өлкөдөгү демократия, эркиндик, эгемендүүлүк үчүн өз өмүрүн арнаган 86 эр жүрөк элибиздин мекенчил эр азаматы окко учкан. А вон 6 мужчин умерло, да, погибло, да? Да, 86 храбрецов, патриотов погибло. За свободу, эркиндик. А, вот имена погибших. Так, ну, рассказывай, что за инсталляция. Эта инсталляция вот как раз показывает то, что все вот эти народные восстания против коррупционной, гнилой власти символизируют то, что народ против гнили, против черного, хочет отделить белое, черное от белого, да? Доброе и зло, да. да. Да, очень символично, и это вот люди, которые В самом центре города. Да, рядом с Белым домом, прям из окна видно. Прикольно, но.
О, немножко под дождь попали. Вообще дождь шикарный. Летний дождь. Летний дождь, теплый такой. Капли такие смачные. Очистил нас немножко. О, люди бегают туда-сюда. Красота. Быстро купим тебе футболку. Угу. И в 6:20 пойдем в этот. Нас мой друг отвезет в этот. В город. Не, в сторону гор. Нормально? Нормально. Вот, находимся в офисе Самата. Зашли от дождя. Переждать. Все, прошел вроде дождь. Сейчас озон, свежий запах улицы, наверное, вообще на улице кайф, наверное. Нормально будет? И сразу проплатим. Живой комплекс. Нормально тебе будет? Да, пусть. Как тебе такой вариант? Не самый большой. Торговый центр Бишкек парк. Будем посмотреть сейчас вещи мужские. Что-нибудь куплю, может. О, красиво, да? Это самый большой? Или Нет, это еще есть еще больше. Просмотров набирает, да, видео? Ну, по-разному, иногда 100 тысяч, 200 тысяч даже было. Че, куда едем, Самас? Куда? Субара. Это что? Это ресторан. Такой. Возле гор, да? На стиле. В этном стиле. Хороший ресторанчик такой. Этностиль, национальный, да? У нас это вот это Алматинка, да? Вот, да, Это вообще дорога, улица это Алматинка, по идее. Если вниз уехать, можно до Кордая доехать. По этой улице. сторону Алматы. Именно За этой Алматинское шоссе, типа, да? Да. Ну. Вот такой есть тоже VIP. Сказали, что тут уже забронировано. Вот печка старая, традиционная. Тут вот родник с горы прям течет чистая вода. Здесь Ну рассказывай, куда мы приехали? это древний город. Кыргызов? Это прям, это естественный родник, да, с горы, да? Да, естественно, родник с горы идет. Но, Ну это как этнокомплекс. ну Субара. да, прикольно, все из камней сделано, да? Все из камней, из экологическое, да, все. Все из натуральных, короче, материалов. Ну, Есть все. да, здесь показал, но вообще прикольно. Вот такой он в стиле юрт. Всех туристов сюда возят, да? Всех VIP туристов сюда возят. как VIP, говорят. да. Не всех, да, только VIP, да? Только VIP. Ясно. Вот такой прикольный комплекс. Вот даже старое дерево сразу вот вырезали, заукрасили. И она уже как эстетически так лежит. Это что, фотозона? Здесь концерты разные. Выступление. Проходят выступления. Здесь каждый юртке. Вот сопки видны, как наши сопки, кстати. Вот, орел. Как это Беркут, да? Беркут, да. Ага. А вы беркутчи, получается? Мунишкор. А? Мунишкор, Это что? Это. который дрессирует Беркута. И это для каких целей? Для туристов, ну, гостям показывать? Для гостей. Включил? Да, вот впервые, короче, вижу орла вот так рядом. Даже реально, даже на природе не видел орла. Это сколько лет ему? 3 годика. Это еще больше станет, да? Да.
А, вот такой орел. Как зовут? Шумкар. Шумгар? Шумкар. Шумкар. О, красава вообще. А вот глаза покажи. Yeah? Охотиться научили уже? Ну и он еще маленький сейчас. А, еще но маленький, можно до еще, 7 да. лет приучить. Да. Ага. Ну все, хорошо. Вот национальные наши напитки это кисломолочный, Ага, а это сделано на основе зерновых. ага. Обычно либо по отдельности пьют, либо можно перемешать. да. Перемешать. Ну, Чалап, перемешать. Максим. Ага. Максат. Максим. Чалап, Максим. Коктейль такой. Пробуй. О, Давайте Рахман. снимем. Ну как парки, да, попробовали сегодня? Да, Такой же состав. да. Но тут ты уже видишь сам, как, что. Да. Тут злаков поменьше, мне кажется, чем там. Можно туда добавить Или еще. да, перемешать. Можно больше. Нет, нормально, нормально. Все, Освежающе. за ваше здоровье, друзья мои. Так, у нас подали кыргызский бешбармак, харта, кужук, да? Чучук. Тючук. Вот у нас такое блюдо есть, вот такое. Вот, Да, смотри, тоже кушаем. А, вот, ага. Казы, Хазы карта и этот не мясо. и мясо это, видишь? Ну. И Все. вот лапша здесь мелко нарезанная. Рахмат саматка. Скромно, а что? Ну, не нормально что. Диета. Вот и этот барусаки со сметаной. Вот на таком хорошем живописном месте. На окраине города Бишкек. Все. Всем спасибо за внимание. Вторая часть на этом видео заканчивается. Вот подъехали на Шератон. Вот друг наш пошел припарковаться, мест нету. Это гостиница Шератон, да? Да. Сюда сейчас поднимемся на верхний этаж, на обзорный. Сейчас, подожди. Ночной Бишкек вечерний. Сверкает, дальше вон, видишь? Вон там я живу. Ага. Это горы там. Мы в самом центре Ага. смотрим на юг. Ну. Там запад. Узбекистан там. Там Китай. Там Казахстан где? Казахстан сзади. Да, здесь. А вот здание Пут стоит. Ночной Бишкек.